Назране состоялось открытие мемориального кладбища. Так решили почтить память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на этом кладбище. Работы по благоустройству провели при финансовой поддержке президента группы «Сафмар» в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и предпринимателя Микаила Гуцериева. Репортаж Адама Мережкова. Открытие этого кладбища в Назране является событием духовного, патриотического и исторического значения и приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Работы по благоустройству места захоронения были начаты в 2024 году в рамках договоренностей главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Восстановительные работы на кладбище были профинансированы фондом Возрождения, созданного специально для Ингушетии. И с этим, собственно, связано открытие, которое пролило новый свет на историю этого кладбища. Эта земля, хранящая молчание десятилетий, стала немым свидетелем самых суровых испытаний Великой Отечественной войны. Именно здесь в то самое время располагался госпиталь, и воинов, чьи жизни обрывались, несмотря на усилия врачей, предавались упокоению здесь, на этом склоне. Чтобы достойно увековечить память отдавших свои жизни за Родину, было принято решение максимально бережно отреставрировать это кладбище и создать братскую могилу, как символ общей памяти, скорби и вечного уважения к тем, чьи судьбы соединила эта земля. Мы начали его ремонтировать как православное кладбище. В один момент подошел один взрослый дядька такой, дед, и говорит: вы знаете, это не просто православное кладбище. Здесь и захоронены и мусульмане, и православные, и вообще, говорит, это кладбище, она как братская могила. Но для нас это было что-то новое, мы это не знали. Мы видели, что здесь стояли кресты и делали как православное кладбище. После этого начали запрашивать информацию у города Назрань, у района. И нам поступила информация, что на самом деле в Великую Отечественную войну стоял госпиталь. И люди, которые умирали, которых не могли спасти, хоронили на этом месте. Я доложил эту всю ситуацию президенту группы «Сафмар» Микаилу Савибековичу Гуцериеву. Он дал команду максимально хорошо отремонтировать, благоустроить и сделать братскую могилу. Этот же вопрос, естественно, этой же информации я подошел и к Махмуду Али Макшариповичу Калиматову. Он поддержал сделать ее братскую могилу, что мы сегодня и сделали. Тот факт, что здесь покоятся люди разных вероисповеданий, придает этому месту особое значение, подчеркивая общность человеческой судьбы вне зависимости от религиозных убеждений. А значит, стояла задача благоустроить это место захоронения таким образом, чтобы сохранить в нем историческую деталь, понимая, что это важное свидетельство того, как переплетались жизни людей разных культур и верований. Мы полностью поменяли ограду, поставили стелу, как вы видите. Единственное, мы не смогли внутри сделать благоустройство. Объясню почему. Мы копаем, штык лопаты, входит в землю кости. Где бы мы ни втыкали лопату, везде кости лежат. И в некоторых могилах там по несколько трупов, то есть кости. И было принято решение, что мы поменяем кресты, которые стоят, на новые кресты, могильные камни. Если на них нет никакой информации про погибшего, то мы меняем камни. Остальное мы не трогаем. Оставили, как вы видите, зелень растет, поставили стелу. То есть сегодня копать и делать тротуары и дорожки здесь нет варианта, потому что везде кости. Открытие обновленного кладбища посетил и глава республики Махмуд Али Калиматов. Вместе с представителями группы «Сафмар», руководитель субъекта, а также представители муниципальных властей почтили память павших воинов. Эти красные гвоздики, как символ постоянной благодарности защитникам Отечества, возлегли сегодня впервые на установленной здесь стеле. Руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов, выражая благодарность предпринимателю и меценату Микаилу Гуцериеву, отметил, реконструкция мемориального места захоронения является важным шагом в деле сохранения исторической памяти народа. Кладбище еще и послужит напоминанием о воинской доблести, о трагических событиях прошлого. Кроме того, глава региона поручил найти больше информации о захороненных, усилить работу в этом направлении с максимальной самоотдачей. Надо, чтобы у нас список был вот всех героев и ветеранов наших здесь, и независимо от национальности. Вот Микаил есть, он всегда поможет, всегда нам главное. Вот, Микаил Савабекович, он вникает в эти вещи. Он баркал, я сказал, шелмаш, да.
В Ингушетии в текущем году начаты работы по реконструкции и благоустройству 20 мест захоронений. К этому списку добавилось еще одно кладбище – православное. Всего христианских мест захоронений изначально в утвержденную программу реконструкции вошло 10, но недавно было выявлено еще одно православное, которое стало 11-м в перечне. Объект по решению предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева был оперативно включен в программу реконструкции на текущий год. Адам Мережков, Марьям Бата, Султан Магушков, Магаз 24.